Обвинение утверждает, что якобы, раз такие договоренности были и есть свидетельские показания руководителя этого дома, заместителя руководителя Дома знаний Скорняковой о том, что якобы кто-то предлагал, и мы должны были пройти. И вот тут логика, которая абсолютно, то есть, ломает все представление, что мы должны были пройти обучение в Москве, а потом за муниципальный счет поехать отдохнуть в Испанию. И прокуратура говорит, что так и надо было делать. Но мы якобы на учебу не приехали, а поехали только на отдых. Но программа-то с 17 по 24. На основании каких документов мы должны были, допустим, с 15, с 14, с 13 приехать на учебу в Москву? На основании каких документов? Где это приглашение? Где, опять же, эта программа на это обучение? На основании чего 6 сотрудников должны были уехать, совершать прогулы, не быть на работе, безосновательно покупать за муниципальный счет билеты, получать безосновательно, потому что этих оснований нет, командировочные, совершать должностные и финансовые преступления за счет бюджетных средств. На основании чего? На основании того, что кому-то, где-то, когда-то по телефону что-то предлагалось вместо того, чтобы надо сначала было отучиться, а потом отдохнуть. Это как отдохнуть за муниципальный счет? Как отдохнуть за муниципальный счет? Поучиться за муниципальный счет. Я согласен, о чем мы все и говорим. Но прокуратура говорит, нет, надо было в Москве сначала поучиться, а потом за муниципальный счет в Испании отдохнуть. И это было бы правильно. Как правильно? И это доказываю не я, это доказывает обвинение. Госпожа Скорнякова из этого Уральского дома знаний говорит о том, что она не помнит, но скорее всего они не проводились, эти вот экзамены. Скорее всего они не проводились. То есть она не знает, проводились они, не проводились, но скорее всего они не проводились. Это мало того, что скорее всего не проводились. Она говорит еще одну вещь, что на их предприятии была практика, что эти сертификаты выписывают заранее. Ну, конечно, мы же все знаем, мы идем в школу, мы получаем аттестат 1 сентября. Мы идем в институт, мы получаем диплом 1 сентября, потому что практика такая. И здесь в муниципальном контракте это есть? Что все выдается заранее? Нет. Кто за это отвечает? Исполнитель. Я здесь при чем? Тогда доказывайте, что этого не было, и то, что они совершили нарушение, и кого надо наказывать? Их. Причем здесь я и работники. Это их ответственность. Здесь написано, что глава администрации должен проконтролировать сдачу экзамена каждого работника. Тогда на каком основании вы спрашиваете, а вы контролировали? Здесь это написано как условие? Нет. Более того, обязательства исполнителя, касающегося обучения муниципальных служащих МЭО Госсыктывкар, считаются исполненными только начиная с даты выдачи слушателям документа установленного образца о прохождении повышения квалификации. То есть только с даты выдачи слушателям. Если у них была практика заранее выдавать, извините, а зачем тогда вообще все это грозить? Как можно заранее выдавать, если в условиях контракта, который она подписывала, она что, тоже не смотрела, когда подписывали? Или как вы любите задать вопрос, вас что, били, ее что, сбили, когда она подписывала этот муниципальный контракт? Она не понимала, что она подписывает. Какая практика? Что такое практика? Как это вообще понять? Практика. Я когда обучался, я ходил на практику на производственном предприятии. Вот это я понимаю практика. А здесь что такое практика? Выдавать заранее эти сертификаты. Если даже в муниципальном контракте подписано, что не имеет права их заранее выдавать. Потому что она обязана
провести все это, сделать, подтвердить. И только при наличии успешного сдачи экзамена, успешного, не другого, успешного, и это написано здесь, в муниципальном контракте, ничего не читается. Абсолютно ничего не читается. Все просто и все. Все легко и все просто.